Салем, друзья! Это новый выпуск «Бизнес по-казахски», и я настоятельно рекомендую сегодня досмотреть этот выпуск до конца, потому что мы находимся в очень интересном месте с крутым дизайном и с крутой народной концепцией. Да, друзья, это пельменная. Друзья, знакомьтесь, это Санжар. Всем салям. Санжар, насколько я знаю, это ваш семейный бизнес. Да. Расскажи, пожалуйста, как вообще все началось? Это началось в далеких 90-х годах, то есть это развал Союза. Делать было нечего, как бы все искали, как заработать, как кормить семью. Это начинали мои дедушка с бабушкой. Вот. И тогда не было прям такого разнообразия, как сейчас, то есть не было интернета, и люди просто выбрали, общепит, будем кормить людей и будем так зарабатывать деньги. Как-то так. Ну, то есть твои бабушка с дедушкой, они просто решили на бум заняться общепитом? Ну, вообще да, потому что дедушка у меня, больше строитель, а бабушка у меня вообще швея-технолог, то есть к общепиту они не имели никакого отношения. Вот, и как-то, просто нужны были деньги, просто решили заниматься пельменями, лепить пельмени сами, грубо говоря. А как все начиналось? То есть, это было здание или как пришли к этой локации? Вообще, изначально было другое помещение, где было несколько хозяев. То есть там был цех небольшой, выпечка, какие-то еще мучные изделия. Это было где Алсина Жандосова. Потом, когда этот цех начали делить, то есть распродавать каждый свою долю, дедушка на тот момент работал в что-то типа КСК, я не знаю, как это правильно называлось. Попалось это помещение, его выкупили и начали здесь работать. Работали все, то есть и родственники работали, и мы сами работали. Есть фотографии, где отец мой на холодильнике спит, потому что он сам разделывал мясо. Вот, и тогда бабушка сама садилась, лепила, дедушка отвечал за ремонт и, за, в общем, внешний вид. Как-то так это было на тот момент. Друзья, на самом деле мы сейчас находимся в районе Атакента, на пересечении улицы Ауэза Тимирязя. Я сам не понаслышке, раньше жил в этом районе в детстве и проходил, я видел это кафе, реально оно работает уже больше... 30 лет, с 92-го года. Чуть-чуть больше 30 лет, я видел, как это все преобразовалось, как это было все на самом деле классно и круто. И буквально 2 года назад я проходил и уже видел новый ребрендинг. Вот как кто до такого додумался, это на самом деле очень круто смотрится. Да, 2 года назад, то есть это на тот момент мы еще с отцом вместе здесь работали. Отец решил, то есть уже время меняется, люди меняются, а мы были еще в формате такой столовой. И он говорит, давай закроемся лучше на пару месяцев, переделаем все. И вот, мы пришли к ремонту, у нас есть хороший друг наш дизайнер, который нам это все отрисовал. И отец говорит, хочу что-то такое, в советском стиле, каких-то старых винтажных вещей добавить. Вот, и собирали на OLX, ездили в область, собирали какие-то вещи, все привозили сюда, и получился такой вот дизайн. С какими сложностями вы столкнулись при открытии вообще кафе? На тот момент, наверное, 90-е годы меня не было, да, но я думаю, что сложностей было много, по историям, дедушки. Во-первых, Атакент, ВДНХ, на тот момент. Это точка, где постоянный, такой бешеный трафик, именно пеший, постоянно какие-то выставки. И вообще это такой был лакомый кусок, и такая история, то есть в 90-е же все равно процветал рэкетирство, бандитизм. Дедушка у меня ездил с винчестером в машине. Серьезно? То есть он какое-то время ездил с ружьем в машине, потому что приходили люди и пытались отжать помещение. То есть был даже случай, когда пришли, просто опечатали все и сказали, забрали все компьютеры, что было, сказали, все, теперь, это наше помещение. И потом кое-как через друзей, через знакомых это все вернулось обратно. Санжар, Атакент, в принципе, как ты говорил, очень проходимое место. Если бы вы открылись в другой локации, было бы так успешно кафе или нет? Честно говоря, точно не могу сказать, но, наверное, было бы чуть по-другому. Но, тем не менее, Атакент, на тот момент это пеший трафик, и здесь были парковки еще, Сейчас, на данный момент, такая история. Многие говорят, у вас Атакент, такой бешеный трафик. Атакент переделали. То есть сделали автобусные линии, нету парковок, И здесь этот пеший трафик, чаще всего он пробегающий. То есть все бегут на работу, на автобусы, за продуктами.
и поэтому этот трафик загнать к себе, допустим, сейчас в нынешнее время чуть сложнее. Ну, то есть, условно, когда вы едете на Панфилово куда-то, Да-да. вы едете целенаправленно отдохнуть, потратить деньги. Здесь вы просто, как бы, условно, идете мимо и такие, ну, можно покушать, а может и дальше пойдем. Как-то так. То есть вы как-то нарабатывали клиентов или... Вот какой процент вообще, мне интересно знать, людей проходящих, заходящих и клиент, который уже наработан? Клиентов наработанных, наверное, процентов 60, если не больше. Мгм. То есть это не такое большое количество людей, но у нас очень много постоянников, которые приходят. Ну, кто-то раз в месяц приходит, кто-то раз в 2 недели, кто-то почти каждый день ходит. Ну, мы работаем именно вот над сервисом, над официантами. Вот даже сейчас, если Тугис открыть, у нас за последние 2 недели, я сам в шоке. Вот мы наняли новых ребят, официантов. Отзывов 50, наверное, в Тугисе. И все 5 звезд, и все вот по именам там Карина, Миша, Амаль. Классно. Все, вам спасибо за обслуживание. Я сам в шоке, потому что раньше такого не было. Вот раньше ребята, кто у меня работали, я им говорил, там, вот, берите отзывы, просите, ну, не просите, а как бы предлагайте их там, оставьте нас отзыв. И эти ребята, я не знаю, ну, они, может, гостей пытают, но это круто. Кстати, очень важный момент такой, да, насколько я знаю, что очень важен персонал. То есть официант, это, можно сказать, ваше лицо, да? То есть Да. если официант чем-то недоволен или у него небольшая зарплата, соответственно, он и будет и работать так. Если официант хорошо получает, и он понимает, что если как бы большой чек, он получит этот процент, и, соответственно, как бы и будет отрабатывать свои деньги. Да, но у нас в этом плане как? У нас гибкая система, у нас есть фикс, то есть за выход есть процент. Процент, ну, чтобы как бы мотивация, да, была для официантов, что ты, чем больше ты продал, тем больше заработал. А фикс это на случай того, что, ну, как бы, если сегодня там тихий день, гостей нету, чтобы человек хоть что-то получил, да, и, ну, как бы остался при этом такой, ну, я вот целый день на работе был, я что-то получил, я могу там деньги отнести домой, ну, грубо говоря. Ну вот ты говоришь про персонал, который у вас был раньше и который сейчас. Как он поменялся? Как вы к этому пришли? У меня было 2 классных парня-официанта. Одного я сделал старшим официантом, второго я сделал админом. Они классные ребята, но в плане, у них очень много постоянных гостей, но они не брали отзывы, еще что-то. И вот парень, который стал админом, он набрал ребят молодых. Ну, относительно как. Им от 16 до 18. То есть там с разрешением от родителей все полностью. Но ребята сами приходят, нам вот нужна работа. И, ну я не знаю, может у них поколение другое, но они прям с людьми как рыбы в воде. Они там и со взрослыми, и с детьми, и со всеми прям очень круто. Ну это прям, ну, золотые ребята, потому что в большинстве своем людям просто надо быстренько заработать и там уйти куда-нибудь дальше. То есть совет, да, зрителям уже сразу же нужно набирать? Да, мне кажется, молодая кровь нужна. Все равно, как бы, ну, не говорили, что там, всегда же говорить старшее поколение, там, про следующее поколение не очень. Мне кажется, молодое поколение, оно более открытое, более свободное. И мне кажется, ну, можно найти ребят, которые действительно хотят работать, развиваться, ну и куда-то расти. А вот как-то собеседования, они проходят лично с тобой или... Сейчас нет. Сейчас нет, потому что я чуть устал от операционки. И я, допустим, сейчас занимаюсь, ну, операционкой, но вот именно подбором персонала нет, потому что через меня, столько людей прошло за эти годы. И я уже чуть устал, потому что это, ну, как бы это все, ты же отдаешь свою энергию, ты с каждым разговариваешь, а он, допустим, там, условно, раз и не вышел на работу. Сейчас у меня за этим занимается админ, но, допустим, он приводит и говорит, вот мальчик, я там слушаю чуть-чуть про него. Я говорю, все, окей, нанимай, условно, как-то так. Ну, это последний месяц проходит. Делегировал, получается. Ну, типа того, да. Все, супер, друзья. Давайте посмотрим, пойдем внутрь. Да, внутри кондер. Самое интересное. Посмотрите, снаружи, вот, что главное? Для меня всегда главное это было привлечение, это витрина. Что ты можешь про нее рассказать? Ну, как бы окна, да, открытые, как, ну, не панорамные, а как витражные. И самое классное для меня это вот эта вывеска, потому что это листы из нержавейки. И то есть на них мы уже крепили саму вывеску, да, вот буквы. Листы из нержавейки тоже это такая идея фикс у отца была. Я говорю, ну давай просто там, я не знаю, фасад как там вот у ломбарда, да, там, или вот здесь вот у кафе сделаем. Вот он захотел именно почему-то нержавейку и такой типа, ну, современный такой, более футуристичный стиль. Друзья, посмотрите, пожалуйста, на этот логотип. Вот что мне нравится самому, это, ну, буквально простая концепция, да, пельменная, но как классно, со вкусом сделано. То есть дизайн, логотип очень сильно влияет, да, на концепцию и на привлечение клиентов. Это классно. То есть вы с дизайнером сами разработали концепцию? Ну и тоже эта вывеска, вообще такая история была. Мы повесили вот эти вот листы металлические, и она, наверное, месяца 2 была без названия. Потому что старое название было Азжан, то есть это самое первое название, это в честь отца и его сестренки назвали. Оскар и Жанна вообще. Изначальная история такая была в 90-х годах. И я говорю, ну блин, Азжан в 2020
первом звучит, ну, не очень, кому это как бы интересно. И мы месяца 2 думали над названием. Потом что-то решили, что мы выдумаем, ну, мы же пельменные, ну, пусть будет пельмени. Пельмени. Да. Как Синс. это? Синс, да, но единственное, почему-то букву Г сделали русскую. Типа, все на английском, Синс и 92-й год на русском. Да. Ну и мы так оставили, потому что, ну, прикольно. Своя какая-то фишечка, изюминка. При входе сразу же видно, что очень все оригинально. Как называется вообще этот дизайн? Ну, вообще, такой вот, ну, где открытые стены, вообще это лофт. Ну, Лофт. был, по крайней мере, всю жизнь. Urban Loft, да? Да, какой-то? что-то типа Это такого. вообще, друзья, посмотрите, это уникальные вещи. Ну- Этот телефон, он даже работает. Сейчас могу позвонить, если нам это зайдет. Давайте проверим сразу. Алло? Всё Санжар, слышно. ты где? Я рядом. Не, вообще на самом деле, друзья, круто. Я бы приходил сюда только ради того, чтобы посмотреть на этот интерьер и там выпить буквально чашечку чая или кофе. Давайте посмотрим, что у нас еще здесь. Это телевизор. Я его лично ездил, покупал, забирал. Это советский телевизор «Рассвет». Если не ошибаюсь, он 71 года. Но его достали прям новым из коробки. Он лежал в гараже у дедушки, вот мужчины, у которого я покупал. Он полностью рабочий. Мы подключили к нему флешку и крутим здесь старые фильмы и такие видео про Алмату. Офигеть. Вот сразу же интересный вопрос, где ты берешь, я так понимаю, что, ну, OLX, где-то там через знакомых, на базарах, и по стоимости, вот сколько стоит такой раритет сейчас? На тот момент это какой, 21 или 22 год, точно не помню, но я его брал в районе 40 тысяч, по-моему. Ну, то есть 40 тысяч его отдавали вот новым. Вот это досталось бесплатно. Это просто какая-то женщина позвонила и такая, у меня есть старая антенна. Она такая вот, бывает же вот в фильмах, знаешь, таких концептуальных женщин. Вот, она такая, вот тебе антенна, я говорю, что-нибудь я должен? Нет, все, вот антенна, иди. А гости, кстати, что-нибудь дарят? Да, от гостей тоже Представляешь? есть. Пару подарков есть фотоальбом от гостей со старыми фотографиями, есть телефон старый такой, вот, который со шнурочком таким. Вот эта полка тоже советская, но ее я покупал, не соврать, в районе 1008. Угу. Тоже, да, где-то на... Тоже где-то на OLX, просто вот у кого-то во дворе тоже она стояла. Расскажи, пожалуйста, вот все-таки кто пришел к дизайну? Вот вы с отцом решили, сели или... Ну, больше он. Я как бы говорил просто, что надо вот, ну, ребрендинг, говорю, Обновиться. так уже не пойдет, потому что, ну, я покажу фотографии, мы были прям столовкой. Да. Столовкой, и я говорю, ну, надо менять дизайн. И он долго сидел, думал, и он такой, вот, хочу вот так. Я говорю, ну, блин, чуть-чуть же, ну, не то место, да, как бы мы не, ну, почему советское, почему как бы вот больше в русскую кухню, да? Я говорю, может, поменяем вообще другой концепт. Он говорит, ну, мы, говорит, 30 лет лепили пельмени, и будем лепить пельмени. Говорит, ну, типа, даже не думаю здесь что-то менять. Вот, будет вот такой концепт, я все нарисую с дизайнером, ну, как бы, и работайте. То есть Как-то пельмени так. лепили, но что-то, какие-то новые новшества в меню добавляете? Ну, потихоньку добавляем, да, но в плане того, что у меня, допустим, были лично мысли, давай закроем, поменяем название и там условно откроем кофейню. Ну, как бы тоже сейчас популярно, там, кофе Ну да. попить, да, круглосуточные кофейни. Отец сказал нет. И бабушка тоже, да, она этим занялась. Ну, как бы для нее это ее детище, это ее Ну да. как бы ребенок. Они говорят, нет, типа, можешь искать другое помещение, открываться где-то еще, но именно вот эта точка, вот она как, ну, в Европе бывают же такие там, семейные, династийные какие-то рестораны, Да. где там дедушка ходит Семейный с подносом, ресторан? да, вот это будет семейный ресторан, и вот он будет еще работать еще лет 30, Мне кажется, это если классно. не больше. Радио? Да, старое радио, но единственное не работает, и, по-моему, не только радио, по-моему, у него еще там стоит этот, как они называются, пластинки. Пластинки. По-моему, там проигрыватель для пластинок еще внутри стоит. Сколько? Вот этот не помню. Где брал? Это тоже где-то на OLX, но я не помню за сколько. Ага. Так, вообще интересная концепция дизайна. Вот такой urban style с таким советским стилем. Вот, друзья, посмотрите на этот холодильник. Это просто шедевр. Где ты его нашел? У нас есть, ну, как бы знакомый наш, он восстанавливает, то есть он сам любитель такой старой техники, он там мотоциклы восстанавливает, холодильники, ну, вот все, что, в общем, старое, кому-то уже не нужное, он берет, там, перекрашивает, восстанавливает. Он полностью рабочий. Днепр. Он реально работает, да? Сейчас нет, сейчас он выключен. Вообще мы сюда ложим замороженные пельмени наши, которые продаем. Здорово. На вынос? Да, Или как? на вынос. Полуфабрикаты. Полуфабрикатами, да. Ну вот он восстановленный, новый мотор от него стоит.
Ну, пельмени с собой, да. Пришел, увидел, победил, забрал с собой пельмешки. Рюмочки тоже. Я не знаю, кто их принес, но кто-то там принес. А может, мы и сами из дома принесли. Тоже это, насколько я знаю, это что-то вот советское. И сирень. Старый бабушкин набор. Вообще круто. А сколько обошелся этот холодильник? Мне прямо очень нравится. Блин, не соврать, в районе 1100. 100 тысяч? Где-то так. То есть он с его... восстановлением и так далее. Еще раз. Ну вот полностью с восстановлением, то, что он его взял стареньким, разобрал, покрасил, поставил мотор. Ну и в принципе сейчас, если так взять, новый мотор даже дома на холодильник Ну стоит. да, там, блин, 50-60. друзья, за 100 тысяч я бы себе домой поставил. Это просто искусство, произведение искусства. Давайте посмотрим. Во, интересная вещь, давай расскажем. Смотрите. Работает. Да, это Dyson Airblade того поколения. Советский Dyson, тут даже написано Донбасс. Донбасс. Блин, работает, здесь даже есть зеркало, ребят. Круто. Где взял? Сколько Тоже стоит? стоил Икса, цену не помню, честно не помню. Вообще не помню. Ну, примерно. Да, вот какие-то вещи, потому что мы находили, но отец уже их сам закупал, и я вот какие-то вещи цены вообще не помню. Мгм. Здесь у нас, я так понимаю, Просто руки помойник. помыть, да. Мгм. Руки помыть, себя чуть в порядок привести. А что-то было до этого или просто вы... Вообще, раньше здесь было как? Здесь была касса, Ага. и здесь был туалет, но на одно время мы его закрыли, потому что Мгм. на тот момент помещение было чуть-чуть меньше из-за того, что перегородки стояли. Мгм. И было шумно. То есть люди заходят в туалет, там руки моют, там, ну извиняюсь, высмаркиваются, да, и было слышно в зале. А, И у нас в одно время здесь вообще не было туалета, на что люди тоже очень сильно жаловались. И вот с новым дизайном мы решили здесь отдельно сделать рукомойник, а во втором зале сделать туалет. полноценный туалет? Да, полноценный туалет. Удобно? Очень удобно, друзья. Так, друзья, еще одна новинка, то есть этот раритетная штука. Ага, видели? Сода. Расскажи об этой штуковине. Ее я тащил с Талгара, это в году 22-м, Мгм. зимой. Это я помню, что вот январь или февраль было очень холодно. Тащил на себе. Ну, типа того, да. Студеную зимнюю пору. Как было? Я нашел его на OLX, и, по-моему, он стоил, блин, тоже соврать не хочу, ну, до 100 тысяч точно. Но он, Причем не так дорого. Как... да, он стоял у кого-то во дворе лет 20 или 30, просто вот стоял. Его накрыли какой-то пленкой, он весь пыльный, грязный. Мгм. Вот. Ну, то есть, ну, на машине на своей его не увезешь. Мгм. Вызвали туда «Газель». «Газель» приехала без грузчиков. И, короче, грубо говоря, я и вот пару поваров я с собой взял, и мы втроем его закидывали в эту «Газель». Тяжелый, да? Он невероятно тяжелый. Если внутри еще баллон, ну его даже просто так, если толкать, его просто так не подвинешь. Ну, то есть, он рабочий. А мы его восстановили полностью, он работает, в нем стоит баллон, он газирует воду, он подает сиропы. Единственное, не доделали монетоприемник. То есть вот этот момент, то есть так, если я его открою, нажму внутри кнопку, воду подаст, а так мы вот этот момент еще не до конца доделали, чтобы человек подходит, там монетку условно закидывает, нажимает, и чтобы была Можно вода. этот Каспий, да, поставить, отсканировал, тебе водичку. Блин, было бы круто, но я чисто физически даже не знаю, как это туда Все, подходит. Санжар, вот когда этот выпуск выйдет, обещаю, когда гости придут, он уже будет работать. Постараюсь. Так, друзья, ну, по традиции, туалет. Ну, небольшой, но очень такой интересный дизайн Самый главное, туалета. чистый. Да, я говорю, самое главное, что чистый. Вот скажи, Санжар, на самом деле я слышал очень часто от рестораторов, что туалет это очень прям такая важная часть во всех ресторанах и кафе. То есть это как, можно сказать, лицо ресторана. Почему это так? Ну, даже вот по себе взять, да, вот я когда куда-то хожу, если там не очень туалет, я, скорее всего, не вернусь. Серьезно? Ну, потому что, ну, условно, да, там зайти даже просто руки помыть. Ну, вот, условно, когда приезжаете там по Наваи вверх, там, где шашлычки, да, какие-то старые, там же как, там, просто открываешь кран, там, ледяная вода бежит, думаешь, блин, сейчас руки отморожу себе. Ну, там, туалет, условно, сидячий, да, там, на улице где-то. Ну, некомфортно. То есть сейчас все равно такое время, что люди там в интернете смотрят, да, что-то, и люди, в принципе, хотят комфорта, и как бы и готовы за это платить. Ну, у нас не прям там лакшери туалет, но мы просто Понятно. решили сделать его таким, ну, аккуратненьким, чистым, подсветки сделать, ну, как-то осовременить его. Ну и вообще, мне кажется, это же все такое, туалет, мне кажется, для каждого такое сакральное место, Ну да. где ты наедине остаешься, грубо говоря. Ну, мне кажется, человеку должно быть там комфортно. Ну, то есть Как это минимум. очень важно на самом деле. Ну, да? вообще, да, даже вот в туалетах, если замечали, сейчас ставят там принадлежности типа дезодорантов, щеток для обуви, где-то даже там какие-то гигиенические предметы, ну, в женских туалетах ставят. Мне кажется, это круто. То есть, друзья, если будете открывать свой ресторан или кафе, обратите очень важное Да, внимание. туалет должен быть комфортный. Да, это тоже важно.
Так, давай посмотрим здесь. Я так понимаю, это вот есть основной логотип. Да, да, этот логотип, вообще даже на него, если не ошибаюсь, у нас где-то есть авторские права. Потому что в Очень 90-х круто. годах его отрисовал, ну, на тот момент дизайнер, так это называлось, наверное. Мы его называем Бабайка. Ну, по крайней мере, чисто семейно. Ну, бабушка его называет Бабайка, я не знаю почему. Вот он, Это Би, который сидит. вот он всю жизнь был вот такой, ну, чуть-чуть где-то менялись формы, потому что с каждым годом его перерисовывали. А так, в принципе, он один и тот же. И вот когда он был, ну, Азжан, не пельмени, да, вот он такой же был, как был с 92-го года, так и остался. Это даже, кстати, был случай в году 2006 или 2007, ну, я маленький еще тогда был. Авторские права у нас уже были, и в какой-то газете вот этот значок использовали. Так. Я не знаю, был ли суд или еще что-то, но я помню, что вот дедушка ходил в офис, и он такой, типа, а что это, ну, наш логотип используют, ну, без разрешения. И, в общем, отбили, да? Ну, вроде как да. Город. Друзья, вот честно вам скажу, когда я пришел первый раз сюда, увидел этот логотип, я подумал, блин, а почему вы для моей передачи не используете этот логотип? Потом подумал, надо посоветоваться с Санжаром, спросить, может как-то отрисовать. Нет, на самом деле очень крутой, вот прям концепция Казахстан, казахи, пельмени. То есть, хотя пельмени и казахи немножко разные. Но вообще пельмени такое же, как бы, ну, говорят, что это русское блюдо, вообще это же блюдо кочевых народов изначально. То есть древние монголы даже, ну, когда в степи, грубо говоря, как бы, ну, ни холодильника, ничего же нету, заворачивали мясо просто в тесто, закапывали в землю и, грубо говоря, замораживали, возили с собой, потому что оно, ну, не портится замороженное, и это удобно. Ну, потому что, условно, там, с собой картошку, лук не повезешь же, Ну да, кстати. мясо в тесто завернул и поскакал. То есть, друзья, можно сказать, что пельмени это наш продукт. Ну, типа того, в том или ином виде. Да, Даже да, у тех же классно. китайцев сейчас там гёдза, эти Ну-ну-ну. мантушки китайские, ну вот это все оттуда же. Так что это Короче, вообще, ну, больше азиатское. Я изначально. думаю, у нас, в принципе, даже в Казахстане люди чаще едят пельмени, чем бешбармак. Поэтому почему бы и нет? Почему бы Да? и нет? Мне кажется, у каждого дома, да, лежит Да, этот, про запас. обязательно. Если гости придут, там килограммчик замороженных пельменей. Санжар, расскажи, какая у тебя квадратура? Ну, вообще, общая наша квадратура, то есть вот здесь за углом находится Дигермен. Это тоже наше помещение. Мы его сдали в аренду в прошлом году, потому что, ну, чуть были напряги с кадрами, и мы как бы, ну, плюс-минус за те же деньги сдали его в аренду. То есть раньше вы управляли еще... Там был не Дигермен, там была пиццерия. Фабрика пицца, это тоже была наша. Это, кстати, единственная пиццерия, где делали метровую пиццу. Ух ты, прикольно. Потому что у нас печка позволяла. Я сам лично возил ее на доставку. Так, а что не пошло, почему закрыли? Я говорю, вот были напряги с персоналом. То есть Персонал. даже сейчас найти хороших поваров, хороших управляющих администраторов очень там, ну и официантов очень сложно. А там, так как квадратура больше, то есть и персонала надо было больше. Так, И это постоянный головняк. То есть там ты утром просыпаешься, тебе звонят, условно, повар не вышел. И ты идешь и сам встаешь на кухню. Или там бармен не вышел, выходишь, сам встаешь на бар. Устали мы просто, грубо говоря, ну да, устали и решили, посчитали, как бы, сколько мы чистыми делаем в месяц, и плюс-минус за те же деньги сдали его в аренду. то есть вы не стали, да, это как бы Ну да, напрягаться, вы поняли, что, ну, легче сдавать, и все силы вложить лучше в это. ну и сюда, и Переменно. плюс, может быть, еще на что-то отвлечься, на какие-то другие проекты, потому что, ну и там личная жизнь есть, и еще, ну куда-то еще хочется двигаться дальше, помимо пельменей, что-то интересное, что-то новое Окей, может быть открывать. давай, мы сейчас рассматриваем чисто пельменную. Какая квадратура здесь? Зал где-то в районе, ну я думаю, 70-80 квадратов, примерно, потому что я помню вот только общие цифры. Общая 500 квадратов, здесь 70-80, кухня квадратов 50, внизу подвальные помещения, еще квадратов, ну, плюс-минус где-то 100-130, да, вот где у нас цех заготовочный, где у нас склады. Ну, если так, грубо говоря, брать, пельменная занимает квадратов 200. 200 квадратов. Вместе со складами совсем, вот, где-то в районе 200 квадратов. Все остальное занимает пиццерия. Так, ну, помещение ваше, вы, я так понимаю, платите только коммуналку. Сколько Да, выходит да, коммуналка? помещение наше, помещение в собственности. Только пельменная, коммуналка выходит, сейчас буду раскладывать, коммуналка выходит в районе 100 тысяч. Туда входит газ, вода, канализация, вывоз мусора. Выходит не так дорого, потому что газ. Было бы электричество, было бы в разы дороже. Вообще сейчас многие, вот, кто открывают рестораны или кафешки, ищут помещения с газом. Потому что, ну, условно, газ у меня выходит в месяц 1020. При всем потому, что печи работают почти круглые А сутки. все верно, что для коммерческих помещений там цена завышенная, нежели для физических Нет, лиц? нет, цена такая же.
Серьезно? Да, на электричество тоже. М. Вот. Это коммуналка. Электричество мы платим отдельно. Электричество летом чуть выросло. Но в среднем электричество тоже в районе 100-150 тысяч. Мгм. Ну, то есть кругом бегом 250-300. Вот где-то в этом районе вариируется коммуналка в месяц. Мгм. Это 250-300? Ну, 200, 250, 300. Так То ты есть же зависит- говорил, подожди, сначала 100. Стоит это только вода А, и газ. Ну, вода, газ, канализация. Так. Электричество отдельно. Электричество, ага, в принципе, электричество платится отдельно. Все, понял. То есть, если в воду, газ мы там платим до 20 до 15, Мгм. электричество мы платим с 20 по 30. Мгм. Как-то так. Так, еще какие расходы есть? Коммуналка, налоги. Налоги. Ежемесячно мы оплачиваем за сотрудников, Мгм. то есть пенсионный доход, подоходный налог. Потом каждые полгода мы платим налоги вот именно за У вас бизнес. ИП, У нас ИП, да. упрощенка. Да. Мгм. Ну, сколько? 3%, если не ошибаюсь, у нас Мгм. налоги. Ну, каждые полгода 3% мы платим налог. Это новое меню наше, мы только что его распечатали, грубо говоря, с Мгм. утра. То есть Так. вчера я его отдал на распечатку, мы чуть его поменяли. Это вот только меню по еде, барное меню у нас отдельно сейчас будет. Мгм. Салаты, супы, ну то есть салаты классические, типа оливье, свекла под шубой, сель под шубой, свекла Мгм. под сыром, домашние огурцы, помидоры, ну и современный такой, там, цезарь мы добавили. Просто Мгм. потому что люди приходят, там, у вас цезарь есть. Я говорю, в пельменной цезарь, ну просто просят, да мы его добавили. Правильно, да, подстраиваться под... Ну да, то есть когда это один человек спрашивает, Мгм. это как бы, ну, не статистика, а когда приходит там и в день по 5 человек спрашивают цезарь, ты думаешь, ну окей, если просят, почему бы и нет. Да, почему бы и нет, все правильно. Вот, супчики, горячие блюда, ну и самое главное пельмени, они у нас разных видов. Помимо пельменей мы еще вареники лепим, но это Мгм. чуть ниже. Пельмени у нас есть домашние, ну то есть обычные пельмени с бульоном. Мгм. Есть чучвара, это то есть те же самые говяжьи пельмени, но с петрушкой, и они меньше формой. Есть пельмени из конины, есть пельмени в горшочке мы запекаем с сырным соусом, Мгм. то есть они в сыре. Есть рыбные пельмени, детские, есть жуава, это что-то типа хинкали. Ага. В общем, все виды пельменей, в первую Да. очередь, да, потому что такая концепция. И какие-то, ну, дополнения, которые в основном просят Да, ну посетители. вторые блюда, то есть тоже такая классика домашняя, там гуляш, биф строганов, Мгм. котлетки, ну и вареники, вареников тоже много, есть с вишней, О, вареники вообще обожаю. есть с грибами, есть с картошкой. Как-то Кстати, так. несколько раз был в Киеве, там видел концепцию, вот эти, как называется, пельменная или... вареничная. Прям огонь. У вас такие же, да? Ну, надеюсь. До А- Киева еще не доехал, но я, насколько знаю, там рестораны прям... Расскажи, бомба. пожалуйста, вот по ценовой категории. Это вообще считается средние цены там, или низкие цены, или высокие цены по Алмате? Честно говоря, я бы сказал, что это средний, а где-то даже, может, чуть меньше. Мгм. Да, потому что даже, условно, вот люди привыкли, донер, да? Донер это всегда же, ну, кажется, да. дешево. Фастфуд, быстро Дешево, перекус. быстро покушать. Мгм. А в любую донерную вы сейчас зайдете, там донер стоит, ну, минимум 1700. Ну, Мгм. плюс-минус. Ну, А домашние у нас пельмени, 1700. Пельмени 1700. Да. Ну, или даже давайте возьмем тоже там, основном, бургерные, да? Баханди, саламбро. Комбо стоит 2500 Мгм. с напитком, с фишкой. То есть, как бы, если вы за здоровую еду, за Ну да, здоровую пищу, по-домашнему лучше покушать. прийти в пельменную, как бы, да. Был недавно ребрендинг, Да. 2 года назад. Сколько обошелся ремонт? Какие были вложения? Я не знаю точно, сколько на каждого, ну, то есть там на строителя, на дизайнера Ага. потратили, но кругом, бегом, в общем, этот ремонт вышел в 20 миллионов. 20 миллионов. Да. Это с получается с мебелью. услугами дизайнера. С С мебелью. мебелью совсем полностью 20 миллионов. 20 миллионов. Это, короче, грубо говоря, пришлось продать машину. Ну, грубо говоря, на 100 квадратов ремонт. Вы Ну, же плюс-минус, на да. кухне ничего там не делали? На кухне, в принципе, нет. Склад Да. и все остальное? Склад, кондиционер мы поставили большой, то есть мебель заказывали на заказ, да. Вот эти столы вообще. А вот расскажи, пожалуйста, вот кирпичи, мне интересно, они были уже, просто вы их как-то обыграли, или это какие-то Это- накладные? Это родные стены дома. Родные. Родные стены дома, но Хорошие кирпич же стены. сам по себе сыпется. Ага, Каждую стенку покрывали лаком. ага. То есть привезли пульверизатор и все стены покрыли лаком, чтобы они не рассыпались и чтобы, ну, как бы выглядели опрятно. Посмотрите, друзья, немножко отклонимся, да, от темы, какие были толстые стены раньше строили. Какого, кстати, года дом? Это дома годов 60-х, 60-х. если не ошибаюсь. До сих пор стоят. Вот.
Раньше, я понимаю, строили Да, качественно и хорошо. И шумоизоляция это не как сейчас в новых домах, где это слышишь, как сосед умывается или там как кто-нибудь спит, Ага. храпит. Здесь, ну, соседи нас вообще не слышат. Друзья мои, наш выпуск потихонечку превращается в гастрономический. Вот Санжар дал нам попробовать свои фирменные пельмени. Расскажи, пожалуйста, что это за пельмени? Это фирменные наши домашние пельмени. Мгм, это домашние. Да, говядина, лук, бульон. Они подаются именно в бульоне. Можно заказать без бульона. То есть можно с бульоном, можно без. Ну, обычные домашние пельмешки. Ну, друзья, давайте попробуем. Сметанка. Я человек честный. Санжар, только что я перенесся на секунду в детство. Вспомнил бабушкины пельмени. Это на самом деле действительно, друзья, очень вкусно. Я не буду говорить рецензию, я скажу вот так вот историю. У меня есть один друг, зовут его Сергей, и он очень любит пельмени, вот его хлебом не корми. Я думаю, после этого выпуска Сергей будет часто посещать ваше заведение. Санжар, на самом деле очень вкусно. Расскажи, пожалуйста, какую-нибудь историю из жизни, вот ресторана, вашего кафе, какую-нибудь интересную историю, может быть, случилось недавно. Блин, вообще историй много. Истории разные бывают, бывают и какие-то там, ну, не очень веселые, бывают просто. Ну, там, давай позитивные, не надо нам. Ну, из классных таких историй, вот у меня альбомы лежат, и мы когда делали ремонт, ну, я не знал об этом. Мы когда начали, ну, снимать, то есть стены, да, то есть обшивку полностью, все. Ну, пока добрались, короче, до кирпичных стен, нашли этот старый обои. Ничего себе. Вот старые обои, мы их сохранили. Это вот обои с 92-го года, грубо говоря, висели под слоем там штукатурки и так далее. Это сами обои, и есть еще в альбоме фотка, ну, как доказательство, да, что это действительно те обои. Так, с какой Из стороны? 90-х годов ты Да. говоришь? Ну, то есть вот этот альбом, Офигеть. Это кто? это Твоя бабушка, вот ЧП, это частное предприятие, в 92 году Вообще открылось. классно. А вот обои. Это в этом помещении? Да. Друзья, офигенно. Это раньше была квартира, я так понимаю, да? Да, это вообще это все несколько квартир. Ну вот Ну, как-то друзья так. мои, 90-е года, обои остались. А что это значит? Это значит, что качественные обои производились в 90-х годах. Ну, да, сейчас уже такое не производят. И сколько стоят вот такие пельмешки? 1700 тенге. 1700 И тенге. это без разницы с бульоном или без, с зеленью или без. Ага. Вот стандартная цена 1700 тенге. Сколько уходит пельменей На порцию? на порцию? 180 в сыром, ну то есть в замороженном виде, и 200 грамм на выходе, когда они развариваются. 200 грамм стандартная порция. Ну, то есть Это без бульона. взрослому человеку? без Ну, в проблем принципе, да. есть. Ну, смотря насколько голодный, но Это сколько штук, вот если так посчитать? Я помню, просто в детстве всегда считал пельмени, когда варил. Типа 20-25 штук, это надо обязательно съесть, чтобы Ну, чувствовать себя в сытым. районе 20 штук. Да, мне кажется, стандарт По-разному. 20 Ну, штук. где-то 20 штук. Санжар, расскажи, пожалуйста, как все устроено, какие вообще процессы происходят в общепите? Ну, могу рассказать распорядок дня примерный. Давай. Я обычно приезжаю часов в 10-11. Ну, мы открываемся к 10. Ну, я иногда могу позже приехать, иногда бывает. Так, до того, как я приехал, сюда приходит лепщица. Она приходит каждый день, кроме выходных. Она приходит часам к 9, к 8, когда как. Она приходит, у нее все ингредиенты готовы, начинает, ну, садиться и вручную лепит. Лепит часов до 5-6. Иногда бывает раньше уходит. Ну, то есть в день она делает минимум килограмм 20-30 готовой продукции. Ничего себе. Вот. Получает лепится у нас в районе 500 тенге за килограмм. Вот. Что дальше? Мы приходим. Вот сразу же про концепцию про свою. У тебя, получается, у вас Да. есть свой цех. Да. Вы сами производите пельмени. Это очень как бы классно и это выгодно. Вот расскажи про это. Как строится процесс? Еще раз. Ну, мы все делаем сами, то есть не где-то закупаем. Это я каждые выходные сам лично езжу покупать мясо. Так. Каждый Вот, давай про это. Где ты покупаешь мясо? покупаем мясо. Раньше мы брали мясо, вот здесь рядом есть магазин Алматы-Ед. До него еще были у нас поставщики. Сейчас из-за того, что у нас как бы отсутствует пиццерия и объем мяса не такой большой, я каждые выходные сам езжу за мясом, сам его выбираю. Есть ярмарка на Казахфильме. Каждые прикольно. выходные. Там есть одна продавщица, которая она в пятницу зарубает теленка, грубо говоря.
и ну, откладывать в нее куски. Мы не берем там с жилками, ну, и не берем мясо, где много жира. Мы берем только лопатку, мягкую часть, и ребра. То есть вот у ребра, где рибай, вот стейк, чуть дальше него есть тоже прослойка мяса. Вот мы берем ее, очищаем с кости, кости Так. пускаем на говяжий бульон, О. все остальное отдельно еще покупаем жир, потому что когда мясо с жиром берешь, там непонятные пропорции. Отдельно берем жир и добавляем жира вот по вкусу. Мгм. И по факту у нас получается, ну, готовые пельмени — это тесто, мука высшего сорта, чистое мясо, чуть жира и лук. Ага. Ну и, соответственно, поэтому у нас и цена на, допустим, замороженные пельмени чуть дороже, Мгм. чем условно магазинные, потому что там чистое мясо и лук. Как-то так, вот каждые выходные я там в 6-7 утра иногда бывает встаю и еду. Подожди, ну, то есть ты сам едешь, как шеф-повар, отбираешь мясо, то Да. есть тебе не доставляют? Неудобно ли было, допустим? Да, сейчас с доставкой такой момент, допустим, доставляют, но есть поставщики, кто могут доставлять. Но им невыгодно доставлять по 30-40 килограмм, Мгм. потому что мы в неделю используем в районе там 30-40 килограмм мяса на неделю. Так, сразу же по цене. Сколько выходит? Я беру его по 2700. 2700 за килограмм, хотя в среднем по городу 3200. Сколько выходит? 3300. То ты берешь 30 килограмм, грубо Ну, говоря, в неделю. плюс-минус 100 тысяч. 100 тысяч в На мясо неделю уходит. на мясо. Да. Это в основном говядина. Это, да, это только говядина. Пельмени делаются только из говядины? или из Нет, у баранины? нас есть еще конина. А, конина еще есть. Ну, это отдельно. Вообще, домашние пельмени мы делаем строго из говядины. То есть мы без примесей, без ничего. Есть конина, есть рыба. Из мясных вроде как всё. Ну и курица. Мгм. Курицу и рыбу нам привозят. Так, вот ты говоришь, мясо говядины вы закупаете раз в неделю по 100 тысяч, а вообще все продукты, которые есть, сколько примерно там закуп выходит, насколько? И кто этим занимается, самое интересное? Частично я, частично у меня есть менеджер Индира. Ей вообще большой привет. Она на декретном отпуске сейчас. Но она с дома сидит, все забивает, все заказывает. Большую часть мы заказываем у поставщиков, потому что было время, когда я сам ездил на оптовку. Я сейчас иногда езжу, там что-то по мелочи взять. Но раньше это мне было там, каждую неделю условно загружать машину, все, ехать на оптовку и там, грубо говоря, целую машину привозить продуктов. Надоело. Потому что плюс-минус за деньги доставки и, может, чуть-чуть дороже, там, деньги на бензин, поставщики привозят все то же самое. Где-то даже дешевле, чем на базарах. А как вот выбирать качественных поставщиков сейчас? Честно, у нас большинство поставщиков — это те ребята, с кем мы работаем там Давно. 5-10 лет. Ага. А новых, вот, допустим, был случай у меня, ребята продают сиропы, Эскобар. Они очень классно подошли к бизнесу. Они вот, кстати, по сиропам в Алмате сейчас первые, ну, насколько я знаю. До этого был Барбадос, до этого был Манин. Они просто очень круто зашли на рынок. Они, во-первых, сервис. Но мне кажется, надо обращать самое главное на сервис. Потому что ну, они предоставляют услугу. Если там, условно, ты звонишь поставщику и тебе говорят, да, что надо, там, деньги скидывай, сейчас привезем, и, там, или жди, потом привезем. Но это не очень. А когда ребята приходят, там тебе говорят, все, окей, сейчас все будет грамотно, мы все привезем вовремя, поставка в срок, там, оплата там по безналу. Круто. Ну, то есть без вопросов работаем. Ну и в среднем какой выходит чек на закуп? На закуп Давай, в месяц, месяц? В месяц не могу сказать, потому что месяц разный, то есть зависит от того, сколько мы продаем. Сезон хороший, примерно. Могу так сказать. Допустим, закуп, который мы делаем ежедневно, потому что мы закупаем ежедневно свежие овощи, фрукты, там салаты, то, что делаем. В день мы тратим на закуп в районе до 50 тысяч. Это в такой средний месяц. В день. Да, это в день, не учитывая продукты, которые уже, допустим, есть на складе, которые привезли поставщики. Очень сложно сказать в общепите, сколько ты тратишь на продукты, потому что, ну, условно так, маржа в общепите должна быть от 28 до 30%. Ну, то есть это то, что должно тебе остаться чистыми. То есть 60% где-то это твои расходы. И они могут быть, ну, разные. Там, в этом месте коммуналка заняла, там, условно, 20%, и 40% у тебя закуп и зарплаты. Всегда по-разному, потому что сегодня продали, условно, там, 50 порций пельменей, а завтра 200. Вот сразу интересный вопрос про сезонность. Когда у вас больше клиентов? Ну, вообще, наверное, в холодное время года. Ну, и ну, как бы летом, в жаркое время года, в принципе, по-моему, народ так особо не кушает днем. Ну, да. Я даже сам вот из офиса не выхожу, потому что на улице плюс 40, и ну, невозможно ходить. Да. Наверное, зимой, ну вот, допустим, самый пик вообще, кстати, вот в истории именно пельменной был в прошлом году в ноябре. То есть там были дни, когда, ну, пельменная в среднем закрывает там, ну, давай грубо, 150-250 в день. Это до вот введения меню.
Это сейчас мы ввели новое меню, бар чуть, ну, дополнили. Это чистыми или оборотка? Это оборотка. Оборотка. Мгм. На пике в ноябре в прошлом году она закрывала 350, там 400, некоторые дни было, ну, почти до 500 Мгм. в день. Это вот Неплохо. когда с России Ну, туристы прибежали, они прям приходили такие, о, типа, что у вас здесь пельмени есть? Ага. Вот. Ага. Это самый такой пик был, ну и пик по обороту в месяц, это, наверное, в районе 10 миллионов. Неплохо. Мы про это еще поговорим, друзья. Сейчас лето, июль, очень-очень жарко в Алмате, как вы знаете, друзья мои. Я вижу, вы вынесли столики. Покажи их, пожалуйста. То есть вы вынесли столики и, наверное, ввели что-то, какое-то новое меню летнее. Да, Такое вот есть? мы вчера запустили новое меню, добавили лимонады, то есть мы их сами делаем, добавили кофейные напитки, чуть поменяли наши компоты, которые мы сами варим, добавили каркаде, ну, чтобы побольше было прохладительных напитков. Столы вообще изначально, я думал, люди будут сидеть, Ага. но тут получается как? Прям рядом Проезжая дорога, часть, да. проезжая часть, солнечная сторона. Иногда люди садятся вечером. Вечерком, да? Да, садятся? но в большинстве случаев это больше даже как мы открыты, мы работаем, Ну да, понятно. как такое заявление. То есть вы ввели в этом году вот это меню летнее? Или как бы каждый год вводите? В этом году, потому что до этого мы работали, я вот говорю, больше как столовая. Мгм. наверное. То Понятно. есть, да, вкусно по еде, но по факту из напитков там кола, фанта, спрайт и компот. То есть я так понимаю, сейчас вы больше переходите из разряда столовой больше Кафе. к такому небольшому ресторанчику, можно сказать. Даже так, да, можно сказать. Ближе к этому, да? Небольшой урбан ресторанчик в нашем городе, друзья мои. Как-то так. Санжар, расскажи, пожалуйста, про ваших клиентов. Блин, клиенты разные. Ну, то есть вот до... Клиентов. Правильно говорить, наверное? Гостей, да, гостей. Гостей, Гости да. вообще разные. Мгм. До недавнего времени, до вот ребрендинга, Мгм. большинство гостей были бабушки. Серьезно? Да, вот прям стабильно. До сих пор есть вот бабушки, дедушки. То есть они приходят или они заказывают на вынос? Или Они приходят. покупают? Есть бабушки, которые там звонят рядом живущие, они Ага. такие, вот я не могу ходить, принесите мне пельмешек. Ага. Вот, То есть но- вы доставку тоже? у нас есть доставка через Вольт, М. но иногда, Мгм. допустим, кто прям сильно просит там, в соседнем доме, я могу и сам отнести. Мгм. Или кого-нибудь отправить. Мгм. В основном были бабушки, дедушки, сейчас, и как бы контингент поменялся. Ну, как бы интерьер другой, Ага. ну и цены другие. То есть, условно, если раньше они там брали порцию пельменей за 1200-1300 тенге, сейчас они уже приходят и такие, а что так дорого? Ну и в принципе, как бы все дорожает, Ну это да, нормально. то есть мясо дорожает, продукты дорожают. Сейчас континент разный, то есть бывает, приходит молодежь. Мгм. Есть кто работает, вот с этим столом постоянно кто-нибудь сидит работает. Я как не открою, к обеду камеру, сидят в компьютерах, мальчики, девочки работают. То есть для этого все есть, да, розеточки? Розетка, вот, Все, ну, Wi-Fi есть. фрилансеры Да, приходят, вот, да. приходят, с выставок приходят, Мгм. ну, кто по работе, Мгм. семейные с детьми приходят. Вот у Никиты есть гость, мальчик маленький, Мгм. такой маленький, круглый, ему лет 6, Ага. наверное. Он с дедушкой приходит, он приходит и вот пельмени, хочу пельменей. И дедушку за собой тащит. Классно. Семейные, бабушки, дедушки, ну и взрослые люди, бывают у нас парочками приходят. Мгм. Как-то, свидание. Да, на свидание. Я такой, блин, Пельменную. в пельменную на свидание. Ну, а Ну, чё? для меня сначала было С такое, таким типа, интерьером можно и на свидание прийти. разные приходят. Ну, поэтому я не могу сказать, что вот в основном кто-то. Ну, чаще всего семейный. Но Друзья мои, разные. напишите вы бы в комментариях, вы пришли на свидание в пельменную. Я бы, что бы нет. Если я знаком уже хорошо с человеком. У нас до этого в пиццерии предложения делали. О, Я вот это тоже вообще в шоке был. То есть, как бы после ребрендинга вашего заведения стал появляться новый контингент, Да. да? Новые люди, Ну, новые лица. чуть-чуть так разрослась, скажем так. Более наша молодежная, аудитория, да, пошла? Санжар, вот я не могу оторваться от этих пельменей. Может быть, поделишься секретом? Да, в принципе, как такового секрета нет. Ну, мне кажется, что к любому делу, которое ты делаешь, ну, то есть, будь это лепка пельменей или там производство айфонов условно, это должно быть, ну, с любовью. Ну, и то есть ты должен кайфовать от этого, от своего дела. И мне кажется, тогда все будет хорошо. Рецепт пельменей, в принципе, простой. Ну, то есть это мясо, лук, соль, перец, вода, бульон, да, грубо говоря. Но просто мы этот рецепт не меняли, ну, грубо говоря, 30 лет. То есть эта бабушка рецепт придумала, и она все это время, ну, то есть я, допустим, в рецепт не влазю. Она сама приходит, иногда там чуть, ой,
а что у вас, типа, пельмени не жирные? Я говорю, нормальные пельмени. Мгм. И она едет со мной на базар, закупает мясо, Классно. приезжает сюда и давай переделывать рецепт. А То так, есть она до сих пор она, дегустирует? да, она до сих пор приходит. Она почти каждый день Круто. приходит и такая, а что это не так, что то не так? Я говорю, сиди дома, ну, типа, пенсия, все, отдыхай. Мгм. Не, на самом деле, друзья, это классно. Это же рецептура, она должна сохраниться. Вот это и есть семейные традиции, наверное. Так что, друзья, обязательно приходите и попробуйте, и поймете сами, что это действительно вкусно. Расскажи, пожалуйста, про персонал. Сколько у тебя человек работает и какие у них условия? Плюс-минус у нас работает человек 15 сейчас. 15 человек. Да. Офигеть. Ну, не так много, по сути. Раньше было больше, раньше было почти до 50 человек. Ага. Какие условия? Ну, повара и официанты получают по-разному. Отдельно технички получают. Про лепщицу я уже сказал, по-моему, до этого. Мгм. Она получает за килограмм. Повара у нас в среднем получают, ну, как бы начальная ставка. Ага. Ну, то есть я как отношусь вообще, в принципе, к зарплатам. Мгм. Потому что приходят люди такие, я хочу там, ну, Ну. грубо говоря, там, миллион. Я говорю, ну, покажи результат. Мгм. Если я с тобой зарабатываю, я готов делиться. Мгм. То есть у меня такое отношение. Начальная ставка от 13 у поваров за смену. За смену. Да. То есть повара, кто поопытнее, как бы они получают там 15-18. Мгм. Но я говорю, то есть если вы показываете результат, то Так. есть мы там качественно, грамотно все отдаем, и ну, люди идут на эту кухню, то я готов поднимать. Ну, то есть у меня в этом плане нет там жадности какой-то, что вот все деньги собрать хочу. То есть у них фикс, Да, у поваров всегда фикс. а на чек они работают или нет? Нет, потому что, ну, повара сами всегда говорят, мы можем дать качество, но на количество гостей мы же никак не можем повлиять. Мгм. Ему вот, у меня постоянно с поварами споры. Я говорю, вы же, ну, если вы некачественно отдаете, то есть и гости не вернутся. Они говорят, а если мы качественно отдаем, а твои официанты не продают? Я Ну, говорю, грубо тоже, говоря, в месяц сколько получается у повара? ну, где-то 250-300, зависит от рабочих дней. 250-300 Так, в хорошо. среднем. У официанта? Официанты, разные истории есть. Кто-то там 100 тысяч за месяц Но получит и они уходит. конкретно работают на чек. Они работают, у официантов 6%, Мгм. у начинающих. Мгм. 6% плюс 3000 за выход. Мгм. У офиков, кто уже давно, постарше, у них 7% плюс 3000 У за кого? выход. Ну, вот официанты, кто постарше, кто там, ну, всё. дольше работает. Старший официант, он получает 7% Мгм. плюс тоже 3000 за выход. Ну, вот Никита, вот он администратор, он в прошлом году, да и в этом году, ну, то есть он закрывает сам лично 350-400. Он в прошлом году в ноябре, когда пришел, он как-то, ну, в офис зашел просто ко мне. Я, говорит, телефон взял, Мгм. новый, 14 Мгм. или 13 Pro. Я такой, он говорит, я же зарплату получил. Я такой, нифига себе, открываю отчет, сколько он получил. Я такой, классно, я тоже хочу новый телефон. Не, вот говорят, в общепите, кстати, официанты больше всего получают. Да, Ну, потому что как еще это- есть чай. Ну, то есть были случаи, когда у меня не было офиков, Мгм. и приходилось выходить в зал самому. Мгм. То есть я выходил, сам обслуживал гостей. Я лично забирал за день 20 тысяч чаем. Вообще классно. Ну, то есть, условно, это там я получил зарплату, там, грубо говоря, 8-10, и еще 20-ку я чаем забрал. Мгм. Ну, в студенческие годы я тоже сам подрабатывал официантом, это нормально, как бы для студентов. Ну, и в среднем сейчас официант сколько получает в итоге, да? От 200 От 200 тысяч и там и уже, выше, да? да, как бы. Там чай, не чай, Да. как поработал. Ну, там 200 чек. они минимум получают. Минимум 200 тысяч. Супер. Кто еще есть из персонала? Техперсонал. Подожди. Техперсонал. Техперсонал, мясник, складовщик, он у меня все в одном Ага. лице. Бухгалтер и... Зарплаты. Так. Нам же надо потом подвести все. Техперсонал получает 10 тысяч за смену. Мгм. Когда она моет, допустим, подъезд, потому что у нас соседи, ну, как бы мы с ними дружим, Мгм. и они говорят, пожалуйста, мойте подъезд. Мгм. Типа, мы сами же не будем жить или выходить. Я говорю, без проблем, я ей 1000 тенге сверху доплачиваю за подъезд. Мгм. Классно. Мясник, складовщик, все в одном лице, у него разный, я честно так на скидку не помню, потому что он отдельно получает за мясника, Ну, в среднем вот так обобщить. 1200, я думаю, получает. да? Ну, причем при этом он, допустим, там с утра по складу все ну, выдал понятно. и ушел. Он живет, кстати, здесь у нас. Потому что у нас классно. над нами еще 2 квартиры, Мгм. то есть он там живет бесплатно. Ну, то есть, Вот он- и сразу вопрос, да, очень важный, кстати, с соседями. Как вы договорились? Я так понимаю, на протяжении 30 лет что-то решили? Да, в принципе, здесь все соседи, которых мы уже давно знаем, Мгм. они там сюда кушать приходят, мы там Ага. общаемся. Да никак не договаривались особо. Ну, мы не шумим.
Там у нас никто не пьет, не курит. Бывает на этом момент, там, условно, вытяжка шумит. Раз это устранили, там, все. Ну, всё, нет Соседи, проблем. ну, с соседями очень хорошо. Просто часто, когда, допустим, какие-то предприниматели открывают общепит где-то в доме жилом, Ну да. они должны как Постоянно минимум война договориться, идет. да, с соседями. Блин, у нас такого нету. Может, Не потому что мы было. давно здесь? Ну, вначале, может, и было. Может, совет какой-то, да, что вот вдруг вот кто-то заехал в дом, и надо вот пойти договора, разрешения. Все. Блин, честно говоря, ну, с соседями надо дружить, это понятно. Мгм. Но бывали в практике случаи, да, в другом у нас помещении, Ага. где соседи, ну, вот, неуправляемые. Да. То есть они вот, я вас закрою. Но вот для бизнесмена совет, никто вас не закроет, ну, как бы, по факту ничего они сделать не смогут. Ну, то есть, если вы ничего не нарушаете, то ничего вам не сделают. Ну, потому что у нас были случаи такие. Соседка звонит в 3 часа ночи, вы шумите. Я говорю, девушка, мы закрыты. Мгм. Она говорит, у меня под окнами шумят. Я говорю, то, что у вас, ну, под окнами алкаши шумят, говорю, я что должен сделать? А там просто вот ребята какие-то сели на корточки, там пиво пьют. Нет, это ваши гости. Я говорю, мы закрываемся в 11. Я говорю, так не работает же. Ну да, бывает. Но у нас были Разные соседи, люди. которым мы и ремонт в квартире делали. Ну такое бывает, да? Ну, нормальная практика. Да? Так, пойдем посмотрим дальше, что у вас. Да, у нас здесь Зайдем на кухню, друзья мои. рабочие зоны. Самые секретные места заходим. Что, вы прятаться собрались? Так, сразу, вот я вижу, Да. не отходя от кассы, это аппарат. Кофемашина Так, автоматическая, она выдает, блин, если не ошибаюсь, ну типа 100 чашек в день она смело выдает. ага. Это тоже друзья мои, бариста кофе, с ними давно мы тоже работаем. Кофемашину так дают? Вы просто покупаете расходники или... Аренда 20 тысяч. 20 Ну и тысяч. для меня, так как мы с ними хорошие друзья, меня на объем не садят. Ага, понял. А вообще есть объем обычно, там это 8-10 килограмм. Мне они говорят, вот аренда 20 тысяч и бери кофе сколько хочешь. Насколько я знаю, самый высокомаржинальный продукт кофе. Ну, относительно, ну, условно, большая чашка 300 мл, себе с одной чашки, там, учитывая молоко и кофе, в районе 300 тенге, 200 тенге, по-разному. А чистая прибыль? С чашки? Ну, условно, за 1000 тенге вы даже если его продаете, то тенге 800 сверху вы имеете. Очень круто. Вообще напитки, в принципе, любые напитки себес, ну, допустим, компот. Ага. Себес компота, ну, сахар, сухофрукты и вода. Так. Там себес 1 литра, ну, условно, 200 тенге. А, Вы продаете сколько? литр продаете тоже там 1000 тенге. Ну, условно. 1000. Лимонады тоже Да. самое, да? Напитки это всегда самый высокомаржинальный продукт. Ага. Как-то так. Так, круто. Всем здравствуйте. Это кухня, Здравствуйте. Ага, это вот Никита, выглядит это наши пельмешки. Никита, вон, кстати, бабушка. Администратор. Да. Администратор. Он- Никита, как давно ты стал администратором? Где-то месяц назад. Месяц назад? Но когда я пришел сюда работать год назад, Ага. я пришел на позицию официанта. Ага, Вообще пришел поработать пару месяцев. ага, и остался надолго. Да. Тебе Вообще, все а, нравится? Да. В принципе, у нас очень хороший коллектив. Мы сейчас именно подобрали и девочек и мальчиков, Мгм. которые у нас именно работают официантом на данный момент. Ну и документы просто у него забрать. Вот, всё Если хорошо. тебя держит, подмигни. А нет, я вижу, Никите все нравится. Я так понимаю, цех был сделан из подвала. Да, подвальное помещение. Ну здесь тоже. Это раздевалка, Ага. чуть дальше цех. Можно мы, Дарига, вас, ну не вас чуть, а сам процесс снимем? Ну, правда, здесь тоже сейчас не вау. Ну да. Это сейчас все после, Ну, рабочий процесс, да, я думаю, это после нормально. разделки все моется, вот так лепится. Мне кажется, это большой, да, плюс на самом деле, что у вас есть свой цех. Это намного экономичнее, да, это Да. обходится вам. А, допустим, в других ресторанах они просто как-то заказывают или тоже готовят. Я, честно говоря, вот так не могу сказать, но большинство стараются готовить сами, потому что, ну, в практике, когда ты покупаешь готовый продукт у кого-то, это не есть хорошо. То Ну, есть, вот мы даже как-то пробовали, мы брали готовый фарш рыбный на пельмени. Мгм. Люди начали жаловаться, что он хрустит, А. потому что они с хрящами все перемалывали. Сейчас я езжу, беру семгу, мы берем вот филешка семги, она сама по себе дорогая, Мгм. но ее когда разделывают, остаются мягкие эти облески, Мгм. которые вот, ну, чуть темнее цветом, но их условно там на роллы не пустишь. А мы берем их, перемалываем в фарш, но зато получается нормальные рыбные пельмени. Так, Как-то классно. так. То есть производство должно быть безотходным. Ну, типа того. Самое интересное, давай сейчас. Какая идет накрутка?
на вашу продукцию? Ну, вообще, то есть, предыстория, да, такая. Мгм. У нас пельмени стоят 1700 тенге. Так. По накрутке я, ну, как бы отучился на это все, да, то есть я в 17 лет уехал в Китай, 3 года провел там, потом на последний год перевелся в Испанию. То есть это все один универ. Ух ты. Проходил практику в Дубае, Мгм. здесь в Алмате, в Ритц-Карлтоне. Я учился, вот, получается, знаю отельный ресторанный менеджмент. Мгм. То есть я знаю эти формулы, я знаю, как это все работает именно, ну, в теории. Но, в принципе, накручиваешь, когда, ну, то есть это каждое блюдо отдельно писать по формуле, это очень долго. Мгм. Просто как бы выводишь себес и, грубо говоря, накидываешь сверху 300%. Ну, это по кухне, это не по напиткам. Мгм. Ну и, грубо 300%. говоря, там 360 тенге у тебя себес пельменей, Мгм. накидываешь сверху плюс-минус 300%, ну, выходит в районе 1700. Мгм. Как-то так. То есть это вообще на рынке считается... Ну, Стандартно. насколько я знаю, я могу ошибаться, может, кто-то по-другому считает. Потому что я встречал места, где, типа, там, мясное блюдо стоит 1000 тенге, и ты думаешь, ну, в голове не складывается, Ага. он ничего не зарабатывает с него. Но в среднем обычно так. Ну вот, друзья мои, 300% в основном... Да, у меня отец тоже, на самом деле, работал в общепите раньше, он мне всегда говорил 300% Да, И это, вот, накидывают это еще 300%. советское. Это. с советского времени. То есть ты, получается, магистр ресторанных наук, можно сказать, да? Бакалавр отельного ресторанного менеджмента. Как-то так. Ну, то есть это пригодилось тебе, да, твое образование? Да, ну, конечно, ну, как это правильно сказать? Там это же все красиво. То Мгм. есть там в универе это все красиво, это все такое лакшери. Мгм. А когда приезжаешь сюда, мне очень сложно было перестроиться. Потому что я, ну, там, психовал на официантов, ну, типа, почему вилки не натерты, почему у нас салфеточек нету, почему вы там не представляетесь, почему там еду слева подаете, а не справа. Ну, то есть пришлось перестраиваться, сейчас я уже к этому привык. Но все равно, допустим, я даже сам, когда в рестораны хожу, меня очень сильно триггерит на некоторые моменты. То есть я могу там, ну, не то что скандал закатить, но если там в ресторане официант ко мне не подошел в течение 5 минут, Мгм. ну, я могу, как бы, ну, или с официантом поругаться, либо встать и уйти. Мгм. Потому что для меня, ну, сервис это такое прям, что-то сакральное. Если ты открываешь заведение, мне кажется, ну, официанты должны работать. То есть есть какие-то международные стандарты по сервису? Ну, понятно, да, да. Ну, то есть, да и в принципе, это даже чисто человеческий, это твой гость, Ну да. твой клиент, как бы он к тебе пришел и сидит, и никто к нему не подходит. У меня, кстати, были такие случаи, причем в таких популярных местах в Алмате я приходил, и Мгм. я в одном месте, ну, скажем, я не хочу называть, Ну, но понятно. вот так, на Аль-Фараби, вот в той стороне, я в одно место пришел, я минут 20 сидел. Официант так и не подошел. Причем они бегали, да, сейчас, так и не подошли. Понятно. Ну, то есть ты прям следишь здесь, чтобы сервис Ну, был стараюсь. на- У нас тоже бывают проколы, но Какие 3 самых важных качества ресторанного бизнеса? для хозяина или для... Ну, я думаю, для гостей, в первую очередь. Это, наверное... Каких гостей мы хотели бы, типа, иметь? Нет, Или, какие самые важные качества? как, Типа, это цена, чтобы было как бы э, относительно доступно. ну, Ну, это относительно, да? ну да. Но лично Понятно. мое это соотношение цена-качество. Мгм. То есть, может быть и дешевая цена, но это качественный продукт. Либо может быть там дорогая цена, но продукт не соответствует, да? Цена-качество соотношение. Для меня лично это сервис. Причем сервис должен быть персональный. Мгм. Ну, то есть я лично знаю примеры, где вот кофейня, условно, там, я хожу в нее каждый день в 8 утра. И на 5-й день, допустим, моего прихода я прихожу, кофе уже готов. Мгм. Ничего Это себе. очень круто. И, допустим, знаю твое имя. И, допустим, в 8 утра приходишь, там, Санжар, ваш кофе готов. И я такой, что, ну, мы знаем, что вы приходите. Мгм. Ну, вот это очень круто. Ну, вот я, допустим, своим ребятам об этом рассказываю, я говорю, вот так было бы классно. И вот они некоторых гостей запоминают, тоже там гости приходят, и они такие, пельмени домашние, котлетки с пюре, и он такой, да. Ну, и Сервис. люди в шоке. Вот это вот, и самое главное для меня еще запоминать имя гостя. Потому что имя для каждого человека это же такое, ну, что-то ценное. И то есть, мне кажется, вам тоже было приятно, допустим, приходит говорит, Эдуард, здравствуйте, добро пожаловать, давно не виделись. Ну, Да. то есть это намного приятнее, чем просто здрасте, садитесь. Давай теперь об интересных, прям конкретно о цифрах. Какой у тебя среднемесячный оборот? Такие щепетильные вопросы пошли. Ну, честно, откровенно, по-разному. Летом, допустим, это падает вообще в никуда. Давай, не в сезон, да, и в сезон самый хороший. Ну, не сезон, от 4 до 6 миллионов оборот. Оборот. Но 4,6 это прям вообще мрак. Ну, то есть это 4,6, а с этого прибыль какая? 30%. 30%. Ну, то есть это, грубо говоря, если там 6, то ну, в идеале должно остаться 2. Мгм. Ну, не бывает обычно. Я говорю, вот в общем виде это как этот,
тарелочку собрал по капельке воды и пытаешься ее за месяц не расплескать. Потому что там оборудование сломалось, кому-то срочно аванс нужен, свои какие-то семейные проблемы бывают. В хороший месяц, месяца Самый крутой сезон. это от 6 до 8, в 6-9, я бы сказал. В идеале можем больше. То есть потенциал хороший. То есть в идеале мы должны закрывать не меньше 6, в моем понимании. Ну, как-то так. И чистыми получается? Ну, в 30% когда как. То есть это может быть и миллион, а может быть и 3. Но тоже, я говорю, это очень сложно. Я за сколько года работы, никогда не было такого, что как в офисе там зарплата на карточку посую и такой, о, пачка. А здесь такого не бывает. Ты в течение месяца там по чуть-чуть, здесь по чуть-чуть такой Каспер Крёхнес месяц. Куда я эти деньги потратил? На что они у нас ушли? Когда начинаешь отчет делать, ага, там кондиционер надо было починить, здесь этот, потом там дома нужно еще что-то. У меня у самого машина там сломалась. Много, да, расходов много. Ну и нет такого, что это прям транжирство. Ну потому что люди думают как, типа, ой, бизнес ты там зарабатываешь, можешь себе позволить. Да, в принципе, нет. Ну нет такого, что да, что-то могу, а какие-то вещи. Ну, в плане это нет такого, что там ЛВ, лакшери бренды и так далее, такого нет. Семья, Ну да. Я так понимаю. А вот если бы ты вернулся в прошлое, ты что-нибудь поменял бы в своей жизни? Может быть, стал бы работать на кого-нибудь, там, не знаю. Или тебе вот прям нравится вести свой бизнес? Да, честно, нет. Наверное, менять я бы что-то не стал, потому что все и так круто сложилось. Очень круто. Ну, то есть, много тех, кто мечтали бы, на моем месте оказаться. Работать на кого-то, почему бы нет? Ну, то есть даже сейчас я условно, если здесь все выстроить, оно может работать, я готов пойти. Ну, то есть, если это крутой опыт, пойти на кого-то работать вообще без проблем. Если я действительно чему-то там научусь, я только за. Ну и вообще, такой же, как Турлова, по-моему, да, было в интервью. Если хочешь тратить и не париться, иди работать на кого-то. Если хочешь ответственность и не вылазить с офиса, открывай свой бизнес. Санжар, расскажи, пожалуйста, как на нашем рынке быть конкурентоспособным? Вообще у нас рынок очень интересный. То есть если это где-то за границей места работают стабильно, в основном, по крайней мере, что я вижу, у нас рынок такой, он модный, в плане, что-то модное открылось, туда ходят 3-4 года, не модно, идут в другое место, то место затухает. Как мы проработали 30 лет, я, честно говоря, не знаю. Я до конца не понимаю. Но, наверное, это стабильное качество, потому что вообще в Алмате мест, которые работают больше 10-20 лет, очень мало. То есть я знаю, условно, там, Лаймбрю, Гиннес, да, вот из таких прям старых, древних, Алаша, да, но это чуть другой сегмент. Мы как примерно работаем 30 лет, и просто, наверное, качество, потому что мы сами постоянно здесь. Грубо говоря, для нас это уже даже не то, что бизнес, мы уже сами даже думаем, на работу кто поедет. Типа для нас это как работа. Это обязательно приехать, проверить качество, как все отдается, как там выглядят официанты, как в зале, чистота, нечистота. То есть это именно качество. Мне кажется, только за счет качества и постоянных, да, стандартов своих каких-то мы и держимся, наверное, на плаву. То есть главное качество, но и при этом в Алмате, как ты сказал, любят что-то новое. Да, что-то новое. Тем более вы сделали ребрендинг, и ты заметил, что... Тоже континент расширился. Периодически, мне кажется, людям все надоедает. Поэтому периодически какой-то новый концепт и так далее. Но именно кухня просто у нас не поменялась. То есть мы 30 лет как лепили пельмени, так и лепим. Здорово. А скажи, пожалуйста, какие каналы для продвижения вы используете? Вообще, с недавних пор начали использовать Инстаграм. До этого у нас 20 лет Инстаграма, грубо говоря, не было. Уж поколение, моего отца и бабушки с дедушкой, они же в соцсетях так не сидят. А я понимаю, что сейчас, допустим, без Инстаграма, да, без какого-то личного, да, там, своего даже Инстаграма, бизнес вести тяжелее. Потому что, люди, допустим, видят тебя и видят какое-то, лицо заведения. И, люди всегда идут на людей. Не бывает, что люди идут там только на кухню. Потому что покушать можно, в принципе, везде. Начали вести Инстаграм, вроде неплохо, но чуть затухли, потому что периодически напряги с СММщиками. То есть найти хорошего, ответственного, и самое главное, для меня идейного СММщика пока что для меня тяжело. Еще каналы какие? Самый главный вообще канал в маркетинге, в принципе, это, наверное, сарафанное радио. То есть мы вкусно готовим, хорошо обслуживаем, и люди про нас рассказывают. Даже примеры взять, у нас есть гости, которые приходили сюда студентами или детьми, и до сих пор ходят и своим друзьям рассказывают.
Вот у меня недавно был гость один. Он говорит, блин, говорит, я сюда приходил с мамой студентом. Сейчас, говорит, у меня уже у самого дети. Мгм. До сих пор, говорит, с супругой приходим там хотя бы раз в месяц покушать. Говорит, я очень люблю, типа, мне нравится. Мгм. Как-то так. А какие-то есть там дополнительные приложения, типа как разместиться в Тугизе, там, в Яндексе, в навигаторах? В Тугисе мы есть. В Тугисе вот мы за последние пару недель подняли отзывы очень хорошо. Вот с новыми ребятами, с новыми официантами. Но в плане того, что там платить Тугису за рекламу, Не платить. нет, потому что ценник конский. Ну, понятно. Они просят что-то в районе 600 тысяч, а ну, маркетинг, он же неизмеримый. Ну, то есть, там, условно, подал сегодня рекламу, завтра у тебя не будет там очередь у дверей стоять. Поэтому я пока вот, ну, разбираюсь еще с этим маркетингом. Ну и, в принципе, да, вот только Инстаграм, сарафанное радио. А вообще, ну, хотелось бы там где-нибудь, может, даже билборд разместить и так далее. Но пока это все в процессе, я все это обдумываю. Ну вот не знаю, что лучше, как людям больше. Но я все равно считаю, что люди идут на людей. Вот может свой Инстаграм вести надо. Да, Как наверно. вариант. Личный бренд развивать, почему бы нет. Может быть, какие-то планы на дальнейшее развитие? Блин, вообще планов всяких разных идей много. Мгм. Сейчас из таких первостоящих, вот мы были где в зале, да, вот первый самый зал, где у нас окна, Ага. хочу его переделать, хочу поставить раздвижные окна, вот Мгм. гильотины, и убрать столы, сделать там бар на Ага. вынос. То есть, чтобы там были кофе, чаи, лимонады, то есть на теплое время, да, там и на осень. И еще хочу там отдавать пельмени с собой. М. В Чехии, в Праге есть очень крутая пельменная, Мгм. не знаю, как она туда попала. Мгм. В Red Dragon не видели такие? Не стаканчики, а коробочки. Да-да-да. Плов в коробочке у нас такой есть. Хочу также отдавать пельмени Тоже классно, на да. вынос. Ну, то есть, условно, даже там доставщики, которые там, или таксисты, кто Мгм. этот, с собой взял, перекусил, там, горячий чай. Мне кажется, было бы неплохо. Да, классно. Это такой первоочередный план. Вообще, хотелось бы, наверное, еще пару тачек открыть. Ну, не знаю, франшизы, может быть, какие-то. Посмотрим. Я как бы сам не умею упаковывать франшизы, но если кому-то интересно, звоните, пишите, может, что-нибудь придумаем. Да, кстати, насчет франшизы, мне кажется, идея очень крутая, актуальная, и тем более такой весомый бренд, который работает уже давно. Ребят, если кто-то там упаковывает франшизы, пишите Санжару, инстаграмчик мы оставим. Спасибо. Так что да, мне кажется, Вот. было бы классно. Санжар, спасибо большое, что пригласила к себе в гости, можно сказать, к себе в кафе. Все было действительно очень вкусно. Вокруг просто царит атмосфера уюта, красоты, и чувствуется, что это действительно семейный бизнес. Спасибо. Санжар, посоветуй, пожалуйста, нашим зрителям, может быть, кто-то захочет открыть свое кафе, может быть, даже и пельменное. Да, с чего вообще нужно сказать, какие там, может быть, есть... Ну, если пельменную, приходите за франшизой. Сейчас мы ее упакуем быстренько. А вообще совет, ну, в принципе, да, может быть, не только кафе, любой бизнес, да, наверное. Если вы собрались это сделать, надо, ну, заезженно, да, надо встать и сделать. Я вот на себе это знаю. Просто идите, пробуйте, расшибайте лоб, да, там, не знаю, ну, понятно, не власти, там, какие-то огромные долги, но пробуйте. По-другому это не работает. Ну, вот на личном опыте я столько раз расшивал лоб, и, ну, это круто, вот сейчас что-то вроде получается. Хотя, опять же, где-то мы можем ошибиться. Просто, ну, на ошибках учатся, действительно так. Пробовать и пробовать. Такой совет. Да, друзья, не бойтесь, пробуйте. Как говорится, вот бывает очень сложный момент, когда хочешь сложить руки и все бросить, да, но Да. нужно найти в себе мотивацию, Да, встать и идти. и идти делать. И по традиции, друзья, в конце мы пробуем какие-то розыгрыши или дарим подарки. Вот Санжар согласился предоставить 10% скидки на все меню каждому, кто придет, посмотрев данный выпуск в течение месяца и насладиться. Да, покушать вкусно. со скидкой. Так Да что и приходите, просто приходите. Все, спасибо, Санжар. Спасибо.